Павел Анатольевич. Здравствуйте. Павел Анатольевич. Здравствуйте. Мы жители квартала. Вот этот объект у нас программа. Сносом жилья занимаетесь вы. Да, Да? ГРПС, торговое министерство. ГРПС, мы, да, под заказчиком. Ну вы с фондом кто работает? С фондом мы. С фондом вы? Да. Да? Потому что вчера мне вас хвалил. Может быть? Я заехал, мне кажется, что зря хвалил. Почему это? Город признал непригодным для проживания. Не, он говорит, что вчера мы с ним встречались. Вот. Он мне говорит, что в общем они программой справляются. Но программа, которую вы читали, она удовлетворяет? Вот. Нет, конечно. У нас Как вы ее признаны непригодным для проживания по республике по состоянию на 1 января 2017 года 1 миллион 142 тысячи Ну, вы квадратов. самое большое. Да, да. жилье в Но, России. тем не менее, это не весь округ. У нас по городу Якутску признано всего лишь там около 60 тысяч квадратных метров. Если посмотреть вот эти квартала, 2, 4, 17, то тут совсем мало признано. То есть работать еще А что это? Кто писал? Прокуратура? А? Местное самоуправление по вине прокуратуры мне печало давал аварийный. У нас на совещании прокурор будет дядя. Не, мы его пригласим городского, когда мы на этот придем, у нас есть. Но там надо, давайте, это органы местного управления не обязаны, это не обязанность, это жители должны были признавать. Это органы должны были уведомить жителей о том, что у них дом в аварийном состоянии, а признать их. Игорь Леонидович, другие муниципальные образования, Нет, все например, делают. Алданский район, они весь свой фонд признали непригодным. Это правильно. Да. Не, мы сегодня, когда хотим В Ленске сделать, то же самое. когда сегодня мы хотим сделать Сейчас неприятности, тогда мы говорим, жители, вы сами подавайте на экспертизу, сами признавайте, сами платите. Сейчас город ведет работу и сейчас массово уже признают все Это город дома, тоже делает. дома непригодны для проживания. Но они уже после 17 года. Вы это на самом января 17 Где года. мой был? Вы прокурора пригласили? Ну, мы позвоним. Да. А? Туда на 3 часа. На 3 часа совещание. Сегодня на совещании. Вы областного прокурора приглашаете? Республиканского. Республиканского, да. Потому что я буду говорить с ним, а он пускай дает задачу вашему прокурору. Ведь смысл же был, что искусственно выкидывали жилье аварийное, искусственно. Это делалось по всей стране. Потому что по любой жалобе, которая была от жителя, прокурор писал предписание. А у мэрии не было жилья. И поэтому мэры брали, выкидывали жилье аварийное, делали его ветким. Да, Я с Чайкой встречался дважды с генеральным прокурором. Команда сейчас дана прекратить гонение всячески по этому поводу. То есть да, может быть дом признан аварийным, но это не значит, что его нужно выселять завтра. Потому что действительно нет денег. То есть вопрос заключается, спрашивать с мэра города надо, когда выделены деньги под снос аварийного жилья, и их освоение. Не освоили, вот сейчас ставил вопрос снять мэра города Братска, 3 дома, значит, 5 домов не ввел. Вот это вот мы должны сегодня определиться на этом совещании, и, чтобы позиция Так была. это, когда наш дом-то снесут? Ваш дом когда снесут? Да. Это я не могу сказать. 14 года аварийный. 12-го, а не 14-го.
14 года. И вообще у нас жить невозможно. Объект попал в программу переселения. Вон домой зайдите ко мне. Вот такие Он сели. уже 80-х По говорили. этапу 19 года. А газ зачем урубили? Помолчи. Соответственно, Там мы же Нет, значит, говорил. он у вас признан аварийным вовремя, значит, он будет снесен. Когда только? Он будет решен до конца Доски уже. следующего года. Простите, А пожалуйста, нам, мы не можем можно жить вопрос? уже сейчас. На костылях Этот уже зимой сказали. мы не можем жить, у нас все Но сломано. сейчас-то уже У нас даже внесли, стенка внесли хочет вас на сломаться расселение. уже. А вот скажите, Капитальная. пожалуйста, а вот то вот Вот расселение, зайдите которое в одну нам Сейчас квартиру. по очереди, можно? приняли аварийным, да, вот наш дом на 23-й год. Он так и будет 23-й Про год? какой вы год дом говорите? Вот 17-й Нет, давайте вот сейчас про этот. Этот дом Давайте про включен. наш дом скажем, Да, и а потом 19-й дом Вот будет, наш дом, вернее, мы 2 зиму друг эту 1. прожить больше не можем в этом доме. Потому что, во-первых, у нас полы вот так вот ходят. Вот я вот инвалидка, а у меня там капитальная стенка, она упала. Подпорки делали вот такие у меня в 2008 году. Они уже упали. Нет, можно Нам я зайти вообще невозможно. Я не могу ходить. Я инвалид первой группы. У нас еще один инвалид первой группы есть. 2 здесь во второй квартире. Мы не можем жить-то. Совершенно. Ходить не можем. Все там сломано, и везде дует, везде холод. Я вас понял. Хотите 14 посмотреть, у меня градусов дома у вода нас нынче стоит. было. Прямо И в час. больше не прибавляется. зиму стоит. Вода. Какой дом? В квартире. И в квартире вода Там все лето время. все До живет. конца 2020 года расселится полностью. В 2012 году хотели расселить в июле или в июле. А Нам это- нас даже программа документы начинается собрали у нас с в 19 октябре года. месяце Этап в 2018 году. соответственно, он попал в первый этап 19 года. А- Он будет Оценка, да, вот 900 тысяч. И что мне купить? Мы не можем зиму эту прожить здесь, мы не сможем Это никак. внизу у всех так. Прошу. Половина у нас не живет в доме. Вы для чего говорите про оценку вашу? Вам зачем оценка нужна? Ну, квартиры, если приватизированные, деньгами дадут? Нет, почему? Нет, ну, Вам дают в квартиру. вашем случае дадим квартирами. Да? Всем. Вы квартиры получаете. Все квартиры получат. Хотите деньгами, получите 3 рубля. А что это Вот. квадратов мало тогда? Ну, а что вы хотели? Вы говорили, Студии? дом, он ничего не стоит. Ваша земля ничего не стоит здесь. И ваш дом ничего не стоит. Это у Поэтому нас квартиру сегодня, берут. сегодня все стремятся к тому, чтобы получить квартиру. Вот. Поэтому вы получите квартиру. То есть у вас постановка вопроса правильная. Вопрос только, что в 2019 году вы не получите, Все понятно. а получите в 2020. А мы не сможем жить здесь. Но Ну не вы сможем. понимаете, брать вам сейчас в присутствии заммэра я не могу. Мы уже все отремонтировали сами, уже много лет ремонтируем. Вы потерпите, Но уже осталось ремонту там не немного. подлежит. Немного осталось. А он упадет, электричество у А нас вот все время хочу сказать, замыкает. насчет газа. Газ выключили. Зачем? Аварийный дом. Ну, вы Еще просят тем деньги, более чтобы проходили, сделать. А теперь, проходили да, не раз газа обследование. нету еще. управляющей компании. Леша, объясни. А вот Без человек газа сюда. живем. Да идите сюда, иди сюда. Вот ваша управляющая компания сейчас объяснит по поводу газа. Это собрание, общее собрание собственников многоквартирного дома. На Не, вы же знаете, что аварийный. Зачем вырубать? Нет, ну еще раз говорю, газ собирать. это опасная совершенно среда. Правильно, а в дом упадет на голову нам эти друг другу. А еще хуже будет. Нет, мы же вам говорим, у вас сейчас, вы поставлены в очередь, вы в 2020 году будете расселены. Вы будете Зачем расселены. тогда с нас деньги собирать? Делайте бесплатно. За что? Мы и так платим за Газ, газ. газ это не наши полномочия. Газ это Сахатовский приказ. Разберитесь, я Попробуй. не знаю с кем. Это ваши полномочия. Сейчас по газу, кстати, вам надо будет поговорить. Сейчас газовики приедут сюда к вам. Вы по газу побеспокойтесь. Побеспокойтесь. Ставят на диагностику, говорят, что диагностика, за диагностику нужно заплатить деньги. Плюс еще говорят, что нужно дополнительно. Это то ли за трубы, то ли за краны. Я не понимаю, зачем после собрания. Главное, Да, вот это. Поэтому очень дорого стоит. Дело просто в том, что раз он настолько аварийный, то какой смысл заключать новый договор, если он не может быть подписан, если дом аварийный. Все трубы вот такие. Они же, мы договор заключим, они скажут, так, а у вас трубы не готовы, мы вам не можем подключить. Поэтому вот мы интересуемся насчет этого. Во-первых, нужно деньги платить, 3000. Без газа год сможете пройти? А потом нас Ну переселят. вот я вам скажу такую вещь. Мне пришлось обследовать
вот то, что случилось в Магнитогорске и в шахтах. Я выезжал на эти случаи, где погибли люди. И, конечно, сегодня ситуация очень такая напряженная. Вы знаете об этих двух случаях, а когда там погибает один человек, об этом молчат страна. Но мы продолжаем иметь такие неприятности. Поэтому, конечно, для того, чтобы газовики взяли на себя ответственность по обслуживанию газопровода в квартирах ваших, сегодня стоит вопрос, вот сейчас рассматривается вопрос, чтобы управляющая компания отвечала и за внутреннюю сантехнику в квартире. Я категорически против, что житель должен отвечать за это. Но сегодня ваша ситуация такова, в каком состоянии находится газопровод, и вы должны определиться и сделать хотя бы элементарно. Это уже роль мэра города договориться, что по минимальным затратам сделать экспертизу, возможно ли эксплуатировать. Но вы же понимаете, завтра взорвется, кому-то в голову снимут, не говоря о погибших. Поэтому вам надо идти по этому пути. Раз дом аварийный. Другого нет. Ну, до 2020 года вас несут. В 2020 году. Ну, нам очень не знаю, как тогда мы будем зиму-то жить, как мы будем. Мы замерзаем, у нас на полу Значит, вода. я уверен, что В к этому коридоре времени вода. вы бросите палку и будете молодой и красивый. Нет, Да. нет, я первой группы. А? Зрения нет, и ног нет. Первой группы инвалид. И у нас еще одна женщина здесь есть, тоже мучается. Канализации нету. Дома холодно. Ну как это мы... Ну, потому вы и аварийный, что у вас ничего нету. Потому вас и признали Нет. аварийным. Что? Я же вижу вот этот ужас. Ужас. Самый первый это дом на Квателе здесь. Да, Самый да. первый дом на Квателе. Вон тетя наша, вон тетя наша. Первый. Нет, вот тот дом был. Потесненно 20 года. Значит, ребята, вам все сказано. 20-й год вас несут. Вы в программе. Уже Невозможно. будет с другими домами, которые будут Невозможно. смотреть, которые не внесли в программу. Которые нам внесли. Они не попали как аварийные. Вот сегодня мы должны с вами поговорить. Стихи, конечно. Ну, Увидите, сейчас, я- чем больше Еще раз человек, скажите, как мы будем решение? Мы за счет средств города квартал весь будем самостоятельно принимать в аварийном. Раньше это мы как-то не доходили руки, наверное, каким-то образом не получалось. Сегодня это для тех жителей, которые из других домов, чтобы вы понимали, мы сейчас будем вас, то есть там в программе есть сроки. Чтобы к этим срокам подвести дом к сносу, необходимо, чтобы жители приняли, сделали документы, что дом аварийный. Как это называется? Экспертиза, да, наверное? Экспертиза. Этого сделано не было. Ну, не скажу, я не буду говорить, работа была не проведена, либо не было проведено определенных организационных мероприятий. Эти дома не были признаны. Сегодня мэром города Якутска совместно, значит, там с финансово-казначейским управлением принято решение, что мы за счет собственных средств будем вас делать, признавать аварийным и вводить вас в программу. Таким способом, значит, это будет более реальное переселение. Игорю Леонидовичу будем писать письмо с прошением о том, чтобы нам дополнительно либо денег давали на вот этот именно фонд. Я хочу вам объяснить. Я являюсь членом совета по реформированию ЖКХ, то есть я зампредседателя президиума Минстроя России и членом этого совета по реформе ЖКХ. То есть те, кто сносит, это наш фонд сносит. Я там занимаю определенное положение. Поэтому, конечно, цель моей поездки сегодня увидеть все своими глазами и дальше лоббировать этот интерес. Потому что, как говорит руководитель фонда сегодня, и как говорит Степаша, ну вот я повторюсь, что вчера мы говорили, Цицин его фамилия, он говорит, у меня претензий к министру нет. Они занимаются, они каждую неделю отчитываются. Но беда Якутии не в том, как сегодня происходит, что у него все нормально, а в том, что не добрали, и поэтому в программу включена, ну, так сказать, минимизация определенная, и поэтому многие люди оказываются в этом вот дерьме. Поэтому наша задача сегодня узнать, что должно быть. Вот сейчас я был, например, в Дагестане, в Дербенте, я смотрел дома, такая же картина. Дербент, люди живут, ну, еще хуже. Это вообще ужас. Просто непонятно, как они там живут. И дома не аварийные. Вот сейчас я написал письмо, сейчас будет называть аварийные. Ваша цель
учитывая, что мэр города, ваша зам мэра, приняли решение, я думаю, что все будет нормально. Да? Министр согласен? Спасибо и пожалуйста, побыстрее. Ну, это уже все, у вас уже срок есть. Вы это Так, еще, я сейчас сфотографирую всесоюзного значения, вот вся Россия знает. У нас школа Олимпийского резерва здесь находится в 2 шагах. У них кухня вот, буквально через забор, кухня. Если бы мой ребенок там занимался, я бы запретила. Я сейчас сфотографирую и пошлю. Вот вы можете прямо отдать На непосредственно. помойке, вот, на Да, помойке. да, это- Пойдемте посмотрим кухня. Школа Олимпийского резерва, спортсменов мирового значения готовим мы. А чем они дышат и что они видят? Тут еще иностранцы другой раз приезжают. школа будет Бывают. профессора? Я сфотографирую сейчас и пошлю Путину. Пошлю прям Кстати, Игорь Леонидович, Вот у Путина у вас Это что встреча, такое? вот вы пошлите, вы с цветами в руках, и Путину шлете. Разве так можно? Семена Хорошо. Данилова В 3. 2 шагах, вот через забор. Идите, посмотрите. Не, ну я понимаю, что вы говорите, что... Чем дышат там дети всесоюзного значения спортсмены. Следующая точка Семена Данилова 3. Семена Данила 3. Уважаемые жители, вы поняли, да, по 2 дробь 1, по 2 дробь 1, вы поняли? Да. Что 20 вы его не ждете, вы уже там в графике, вот министр остальные все. чуть-чуть Значит, по вам, Остальные? чтобы вы знали, ваша обязанность остальных домов была раньше, вам просто до этого не доводили. Этот Ваня Ильич сюда тоже сказал, добрый день. Вот смотрите, ваша была обязанность, как жильцов, самим признать этот дом аварийным. Есть процедура. 12-го года. Нет, Семена Нет. Данилова есть в программе, он будет Вы про председателем. 2 дробь 1 забудьте, вот. Может, постучимся в любую дверь? Да, конечно, сейчас у нас там жители придут, Игорь Ильич, этот дом уже в этапе на снос. На переселение. На переселение, да, вернее, на переселение. Сейчас, да. Здравствуйте. Там, Вы здесь живете, да? жители, Сава, да, идите сюда. Жители не пустили. Давайте на свежий воздух, там, что мы будем, Игорь Ильич, Мы давайте, смотрели, Давай. жители на улице. Анна Николаевна, доложите Игорь Ильич по программе, как... Анна Николаевна, Игорь Ильич, доложите по программе, как... В 2012 году программу фонда собственникам, которые определились на выкуп денежным средствами, деньги будут выплачены после подписания Хорошо, соглашения, есть, которые хотят деньгами получать. которые есть хотят. А какими деньгами? Оценка предоставляет, в основном этот дом почти все предоставили оценку. Оценки мы подписываем соглашение и поступят деньги, но если все нормально будет до конца Нет, лета. подождите. Сколько... 12-квартирный жилой дом, часть из них собственных. Не, вы слышите меня? Вот сколько выливается оценка? Оценка, цена квадратного метра от 58 до 100 метров. Идет 8 Тысяч за квадратный метр в этом доме? в этом доме. Вот я в целом говорю не конкретно по этому дому. А Разных как же 10 так? земельными участками. Как вы там живут? Они же лично обращаются к оценщику, они к нам приносят оценку. Я понимаю, но это нереально совершенно. Цены разные, они носят земельным участком сейчас. Но мы не будем полностью и сразу компенсировать. Мы будем изучать оценку. Если она снизит, Нет, мы подождите, будем ее... подождите. Ну, такие Человек дома, говорит о реальной цене. такие дома, которые вот по стране, они стоят копейки, вообще ничего не стоят. Я не знаю, может, земля золотая, но тоже сомневаюсь, она не может быть золотой. Поэтому вопрос же стоит какой-то. А тут Реально. жители, да, вот сейчас берем Татарстан, в центре Казани, оценивают 11 200 рублей. Все. 11 200 рублей. Может ли человек согласиться на... он ничего не купит. В Ростове там 37 тысяч рублей оценивают. В Улан-Удэ 46 тысяч оценка была. Вы показываете вообще развалюху,
и называете цену несусветной. Я не могу понять. Поэтому только что мы были на доме рядом, в 17 классе, да? Это не 17 класс. Это продолжение, это все. Это не 17 класс. Ну вот 17 классов, да? Там люди ведь не хотят оценку, они все хотят получить квартиру. Потому что оценивается когда? Они оценят, ну, это нереально. Собственник обязан принести оценку по постановлению правительства. Вы рассказываете, что мы знакомы, как вы мне рассказываете, что нужно сделать собственник? Просто я говорю, что собственник сегодня не может оценить этот дом на этой земле сумму, которую вы называете. Он ее не может оценить. Или у вас блатные эти самые оценщики, или они Давайте у жильцов спросим, они сами оценку делали. Оценку Я сами делали? собственница, я делала сама оценку, Они же независимую. вы делали с оценщиком. С оценщиком. Я приглашала домой оценщика, Так, независимого оценщика. так. Он мне оценил 1,5 миллиона мою квартиру. Хотите посмотреть, посмотрите. Площадь 28 квадратов. Получается порядка. Абсолютно нереально. Ну, вот Нет, ну а вы мне что предлагаете? Я вам ничего не предлагаю, я разговариваю не с вами. Сейчас с вами разговариваю, я вам не могу ничего предлагать. Если у вас сегодня администрация идет навстречу, и вам в этой халупе оценивает 28 метров за 1,5 миллиона, то это для меня, ну, цирк. Такого быть не может, просто. Потому что за 1,5 миллиона, ну, не может стоить квартира в этом доме. Поэтому или у вас оценщики? Нет. У меня оценщиков знакомых нет, я брала независимого оценщика. Независимый оценщик, я и говорю. Да. Это такой оценщик. Ну, нет, если у вас это проходит, ради бога. Честь и хвала вам, Ну, я что вот вы за беру 1,5 деньгами. миллиона 22 квадратных метра. Ну, я не понимаю, это просто я человек, который занимается этим вопросом, не понимаю. Поэтому наша цель, которую мы ставим везде, где заммэра? Я вот. По фонду утверждена по Мы- республике 58 тысяч квадратных метров по республике. От 58. Вот я не могу понять. Люди оценивают независимую оценку, и квартира 22 квадратных метров и 28 стоит 1,5 миллиона. Как это может быть в этом доме? 28. То есть вы хотите сказать завышенная? Я считаю, что она завышена многократно. Это для зависимой оценки. Это эксперты проводят лицензионные организации, которые имеют это полномочия. Поэтому Это установленные законом права жителей этого дома обратиться к оценщику и получить Вопрос денежное правильный. Вот, возмещение. допустим, Да. мы переселяли Семена Данилова 5/2, у них оценка у человек 10 была 100 тысяч. свыше 100 тысяч. Бред вообще. Мы ее, как сказать, подвергли сомнению, попросили экспертизу, и потом они принесли в соответствии с нормативом до 70. Я вам Так что привел будет пример. здесь. Я пишу постоянные письма, конфликтую с президентом Татарстана. Написал Путину жалобу на президента Татарстана. Потому что людям оценивают жилье незаслуженно низко. В центре Казани, в центре других городов Татарстана оценивают, вот этим цену, и все. И выше не дают. Поэтому я за то, чтобы предоставлять людям по рыночной цене на территории, которая есть, предоставить или деньгами, как многие делают, или квартирой. То есть рыночная цена есть, скажем, в Якутии, Ну, такой треходнокомнатный. да, неважно, 50 там, тысяч или сколько. И дать людям, исходя из того, у нее было 28 метров, 50 на 28, если 50. И все. Вот эта цена. Ну, вроде у Человек нас хочет, на 58. получает деньгами и покупает квартиру, доплачивая, делая не 28 метров, а делая 42 метра. Это правильно. Вот, доплачивает, да. Или дается квартира на квартиру. Это второй вариант. Но меня смутила просто оценка, которая здесь. Это, чтобы завтра у вас не было неприятностей по этому поводу. Минстрой утверждена цена 74 по приобретаемому жилью для переселенцев. То есть она, как сказать, в республике они цены намного выше, чем в других регионах. Поэтому Да за я- 1,5 миллиона что вы купите в Якутске, получив услугу? Да. В лучшем случае комнату коридорного типа вообще. Нет, у вас есть цена
утвержденная рыночная. 74 для приобретения. Это хорошая цена. Это хорошая, нормальная цена. 74, да? 74 800. Да, 74 это нормальная цена. Что человек может получить ее и приобрести Достойное жилье. достойное жилье. Это нормальное решение, в отличие от там, друзья в данном случае татара, хотя есть и другие такие вещи. Поэтому, ну, когда вы говорите об оценке, которую женщина пригласила эксперта независимого, получила эту сумму, а почему вы не согласились на 74 за квадратный метр? Ну, я просто не знала, как мне сказали, как вот когда мы собирали документы, мне сказали, что пригласить оценщика, что мы, собственники, должны оценить Вы квартиру. должны к этому вопросу. Ну, я вот пригласила оценщика, и он мне оценил. Ну, я говорю, надо просто сегодня с населением будет информировано. Квартиру свою я могу вам показать. Я Я за, верю, за что свой счет делала там и глобальный ремонт. Да вы когда- понимаете, что ваш глобальный ремонт, даже если ваши портреты будут в каждом углу висеть, все равно это не стоит столько. Вопрос стоит о том, что это должны администрация правильно подходить. Население должно быть оповещено, что вот мы можем купить у вас квартиру, исходя из рыночной цены, которую утвердил фонд реформирования Министерства строительства. 74. Ну, я Всё. просто жду, что А вы всё равно тратили будет деньги, комиссия вызывали еще. оценщика. Это А что самое. нам за 74 это мы строили. Хотя вообще говорят, что мы вообще не должны были в аварийном доме приглашать оценщиков, должны были уже сразу нам предоставить по рыночной цене. фонд добавили? Это нормально. Если оценки выше 74, мы будем их пересмотреть. Анна Николаевна, А вы пока что разговариваете. Анна Николаевна, вы же в курсе, что в квартире здесь вот, на какую сумму у меня? Все оценки, которые свыше 74, мы все равно будем подавать соответственно договоренности с Минстроем, потому что нет, мы, я в целом говорю, не Вы важно, должны просто правильно подойти к этому вопросу, чтобы не было потом. правильно заметили, у нас очень большая переписка с оценщиками, у тех, у кого завышенная. Мы уже дошли до Москвы, и с Москвы уже буквально на прошлой неделе в отношении некоторых оценщиков пришло решение. Это именно недобросовестные Да. оценщики. Вы Так мы должны их понимать, называем, что завтра это... бессмертные. А? Бессмертные мы их называем. За 150 оценить такое жилье, это, Не, ну это, понимаете, это неправильно. значит, я не говорю про вас ничего, но, значит, есть какая-то коррупционная составляющая, понимаете? Все, ну, есть там. То есть оценили, дали Мы соответствующий договорились с процент, оценщиком как-то, да, человек получил, оценил повыше и так далее. Но мы сразу платить не будем. Мы будем Вы должны, да, или рассматривать, исходя из того, что Вы вообще-то все правильно хотели приняли. квартиру получить. Рынок. Не, я Да, беру вот только. деньгами. А остальные-то все квартиры. А что там, всю жизнь здесь прожили, ничего не иметь, машины были. Надежда близко. Ну, я понимаю, Это правильно. люди-то надеются. Нет, ну знаете как, вот смотрите, есть люди, они должны получить, у вас, предположим, 25 метров. Вам должны дать квартиру тоже 25 метров, ну 27, предположим, да? А у человека семья, там, дети есть, и да, он да, да. хочет расширить. Поэтому он должен доплачивать. Это мы знаем. Вот. Или взять деньгами, Вы считаете, сразу что люди, деньгами, которые здесь и живут, купить они бы, если квартиру. у них были деньги, они бы отсюда не уехали? Сейчас, вы там из-за угла, как партизан. Вам надо говорить, выходите сюда. А вы меня И услышали? поэтому вопрос возникает, что если человек хочет получить больше квадратов, он должен доплатить. Потому что они не могут дать вам эти Ясно. больше. Больше мне не надо. Мне дай мои квадраты, мне надо. Ну это вы так Вот и говорите. мне тоже, Да, так, я лишнего А не есть прошу. люди, которые Мне нуждаются лишнего в не большем надо, мне вот, жилье. Да, естественно, когда семья большая. Ну да, А они если нуждаются, они готовы взять по Сейчас где деньги? Все пенсионеры. А вот допустим. муниципалы как будут получать по квадратам или как? Или вот двухкомнатные? Сохранением комнаты площадь не менее ранее занимает. То есть двушка была, значит, двухкомнатная Сейчас комната. хотите вопрос? Ну, они же разные. Да, девушки. я хочу Представь. площадь не менее. Петушек Татьяна Сергеевна, проживаю сейчас 86 года рождения, получается 33 года мы в этой квартире живем. У нас 27 квадратов. В каком это? В первой Вот. квартире, В этом доме. в этом Да, да, доме, да. да. У нас 27 квадратов
живем, у нас большая семья, 9 человек. В принципе, сейчас мы переехали, конечно, на дачу. У меня вот такой вопрос. Вы сказали про расширение. Мы с 86-го, получается, я сестра Танюшка, родителям нам дали эту квартиру, когда мы родились. Получается так. И с 86-го мы стоим на расширении. Когда мы приходим каждый год, представляем, что нам нужно расширение, нам на этот вопрос говорят, ну, знаете, мы с 73-го года никому, 64-го, никому не выдавали квартиры и стойки на расширение. У меня вопрос, а зачем такой проект, если 64-го людям не выдают квартиры? Подождите, не выдают квартиры, да? Этот проект существует и по сей день. До 2019 года людей добавляют. Зачем такая надежда? Может закрыть этот проект и те деньги, которые дают заработную плату людям, ну, накопить, чтобы людям давать эти квартиры. Потому что 27 квадратов вы предлагаете сейчас нам переселиться, опять куда-то выкинуть нас, да? 9 человек, представляете, 27 квадратов, это невозможно. Я вам отвечу. Снос аварийного жилья не предполагает переселение в улучшенное жилье на пространстве. Снос аварийного жилья. Вас переселяют, вы остаетесь в очереди. Вы в очереди, вам никто из очереди не выбрасывает. Вы получаете квартиру в соответствии с вашими квадратными метрами, но это не вариант, что вы, так сказать, получаете свое жилье по квадратам. У нас в такое же ветхое жилье должны переселить. Я объясняю вам. Сегодня у страны, у нашей нет денег. Не может быть, они есть. Нет, ну, я говорю то, что я могу сказать. Денег нет. Поэтому людям предлагается снос аварийного жилья без квадратных метров, в которых человек нуждается. Все остальное, все по квадратным метрам человек выплачивает сам. Я вас понимаю, 9 человек, 20 там с чем-то метров. Вам положено, исходя из норматива, совершенно другая площадь. Вас положено расселить, может быть, там, дети отдельно. Давайте возьмем 17-й квартал. У нас на 17-м квартале 203 садика. Но вы не понимаете, мы Я ничего не понимаю. решили с вами здесь. А зачем нас тогда выселять? Вы сделайте нам тогда полы нормально, чтобы мы как-то... Сделайте нам помойку нормально, поставьте, чтобы нормально сели. Это мне, это я делаю. Это аварийный дом, является аварийным домом. Поэтому вас переселят. И нас опять куда-то, черт не на Я куличке, не где знаю. не будет ни детских садов, где не будет. У нас здесь дети в детские А кто школы вас на ходят. куличке оставляет? Ну, обычно так и делают. Ну, сейчас этого нет. Можно добавить? Ну, кто вам сказал об этом? Да. Игорь Леонидович, мы, конечно, все хотим переселиться в новые дома. Ну, мы заранее за ваш визит благодарим от наших лиц и надеемся, что нас переселят. Ну, вот И ждем, и ждем. девочка хочет получить квартиру, исходя Конечно, них там много. Ну, просто я просто говорю, 64-го, да, Вы, зачем с тогда точки этот проект зрения нужен? идеологии, вы правы. С точки зрения наличия денег, их нет. Их просто нет. Поэтому может, где-то их у взять, вас чтобы они были? у вас сегодня в Якутии ваши дома, 18 квартал, ровно четверть решается вопросом. Остальные дома девушки даже в аварийном. Наш Эти деньги квартал нужно можно сегодня... расселить 10 домов. Столько свободной площади. Нет, сегодня нужно выискивать нам деньги, чтобы все дома сделать аварийными. Деньги, вот я приехал, чтобы смотреть, и завтра докладывать на правительстве о том, что нужно Якутии дать дополнительные деньги. Хотя программа, о которой вы говорите, она закрыта по 19 год, по 17 год. Она закрыта. Все, что появляется сегодня, вот есть аварийный дом, оно не входит в программу. Сегодня очень важно добиться, чтобы оно вошло в программу. Потому что вы, Якутия, на первом месте по количеству аварийного жилья. Ну, сейчас на 17-м квартале, я говорю, то же самое я видел сейчас в Махачкале, в Дербенте. Ужас. И они не вошли в программу. И люди вышли. 158 домов, всего 12 вошло в программу. Ну вот. Вот 12. Поэтому вы все правильно говорите. А Надежда не Вы, я понимаю, красивая женщина. Много лет тому назад ко мне приехал в Воркуту, я был мэром города. Меня дети очень любили, маленькие, я там много им строил, они ко мне хорошо относились. И много лет тому назад ко мне приехал один очень большой человек, такой предприниматель, крупный, заместитель министра угольной промышленности. Ну и дети собрались, и говорят, и смотрят на его штаны.
рваные. И говорят, Нету на другие просто. и говорят, ну это сейчас-то все, а вот представьте, это было там лет Сейчас-то мода 16 тому такая. назад. И мальчишка маленький говорит, Игорь, а у дяди штаны рваные. А он богатейший человек. Я говорю, ты понимаешь, а мальчишка Сатарчук. Я говорю, ты понимаешь, дядя бедный. Вот у него штанишки рваные. Он, говорит, в карман вынимает 10 копеек. Дяденька, нате вам. У того лицо красное, да. Он вытащил 1000 рублей, а пацан такого в жизни не видел. Вытаскивает 1000 рублей, дает ему, нате вам на мороженое. Ну он уехал, а я когда приезжаю потом на этот поселок Комсомольский, Игорь Леонидович, а нам 1000 рублей на мороженое. Ну, у меня штаны были не рваные. Ладно, еще один вопрос у меня есть. Когда этот дом не был ветхим жильем, да, тогда люди получали, ну, какие-то там суды, не суды. По очереди. Да, они По получали очереди. нормальные квартиры. По они очереди. имели- Ты меня слышишь? По очереди. По очереди. У вас очередь? По очереди вас переселят сейчас в другой дом. И вы остаетесь в очереди. На расселение, на переселение. Но вам не могут передать То есть квартиру. нам с унитазом, с ванной квартиру дадут такое же Ой, ветхое тогда жилье, которое... Неделю буду купаться. Так, нет, Программ все каменные, каменные. Я говорю, то, что у нас там... Нет, Мы что говорим? а кому не давали Я без задаю унитаза вопрос. этого? Мы сейчас Я видел, когда давали у нас, получается, с елочки, давали там жатай где-то, да? Такой же... Такого не было, такого не было, Это такого отдельно не было. муниципальный. Давайте по Это фактам вы- говорить, такого не Это это было. вы уже придумывали. Это нет, это примерно, нет, Ну, это так было и было. такое. Вот мне сегодня женщина, вот кто-то из вас рассказывал, да, то, что переселили у нас с Якутской, по-моему, да? Тамара. Что Тамара, вы рассказывали, да, переселили, получается, откуда? С ее с Якутска где-то здесь, да? Черти на куличках, с семьей переселили их, потом он списал 3 суда, здесь в Якутске проиграл. Потом он поехал в Москву, и тут же пришла комиссия, делегация. Ему тоже дали почти что в центре У города нас сейчас- трехкомнатную для У двоих нас детей. разговор Это же идет. не передача, пусть говорят. Да. Это конкретно. Я задала вопросы просто. Я Ничего отвечаю. нету. Вам положено дать Всё. жилье, а главное вашему жилье. Есть Все. поводы? Программа плохая, неудачная, У нас запустить единственный какая. вопрос. Нам Нас дали нас жилье. не рассели, да. Вот я стою в Можно, да? этом на очередь, Лена, записала для- все в для кого? 78 А. году. Вот какой-то дом. Да. Попала в программу «Услуги переселения». Здесь почти все живут где попало, кто снимает. А здесь живет многодетная семья у нас. Видите, у вас же трое детей, да? Двое. Здравствуйте. Да, вот Меня зовут Максим Анатольевич Темиров, фамилия. Вот в этом доме мы проживаем. Один подъезд у нас остался, второй. На первом этаже живем, одна квартира. Ну вот это все сами заколотили, чтобы всякие люди не лазили, потому что боимся за свою безопасность. А у вас когда в программе? Ну, в программе вот стоит, ну, наниматели квартиру получат в лучшем случае взимать от зима близко, у нас газ отключили, потому что с газовиками Ну, проблемы. они говорят, Ну, у нас потому что я работаю один, жена в декретном отпуске по уходу за маленьким ребенком. Ипотека, ну, мне не по карману. А нет, а деньгами. А и что, я не куплю ничего на эти деньги, которые мне привнут. Ну, квартиры-то такие, они А вам проценты какие деньги предлагают за квадратный метр? Сколько у вас квадратов? 40 квадратов, А вам предлагают какие деньги? а там предлагать, ну, где-то 2 800, 2 600. Но нам же по оценке, вот, которую мы оценку делали. Не, ну вы оценку документы- можете не делать. Вам предлагают деньги? Нет. Нет, как нам оценку сначала надо сделать. Ну отбросьте По закону. оценку. Вот сегодня есть вариант 70, 74 800. 74 вам будут дать. За квадрат. За квадрат. 74. 3 миллиона. Ну, около 3 миллионов. 3 миллиона. Все? Да. А если чтобы квартиру на квартиру, просто, Квадрат на квадрат. ну, квадратных таких квартир сейчас, наверное, нету. Почему там у вас же есть норма у нас? 5, да? Двухкомнатная квартира 40 квадратов. У нас Трехкомнатная 40. Это сложно. 41 там с копейкой Ну вам дадут такую же квартиру. по квадрату. Да, Ну, максимум двушка будет. или Ну, двухкомнатная еще нормально было бы. Просто видите, дело в том, что почему я беспокоюсь, вот это пишу, все суечусь, зима-то на носу. Я 2 зимы в нашей семье жили одни. Я вас понял. Мы когда шли на
Почему вы не хотите деньгами взять? Ну, наверное, потому что на эти деньги мы ничего не купим себе. Маленький, ну, в Якутске стоит, тут однокомнатная 3-3,5 стоит. Так мы ничего не купим на эти Так деньги. вот, сегодня за 74, сколько у вас 40 метров стоит? На рынке во вторичке около 80-90. 90 А скорее. 74 Вторичка это дороже, строя. чем новострой. 74 800 первичный рынок. Это которая черновая А белая. новые? 74 800. Нет, новая рыночная цена 85 тысяч где-то за квадрат, Игорь Леонидович. Потому что туда заехать сразу можно. А такую мне надо еще ремонт. Ну, самому то есть вы делать. ставите вопрос, дайте мне квартиру, равную моей квартире, правильно? Ну, скорее всего, по-другому как, по закону. Не, ну, Против то закона есть- я не могу пойти. А что у него вариант есть Он получить? собственник, у него по оценке максимум однокомнатная, но двушка. Все. Ну, вы дом признали аварийным? Ну, вы должны дать ему квартиру, равную. Она ему в декабре дадим, а отопления-то нет. До Отопление декабря у нас какого газовое. А раньше декабря, если вы в декабре. Потому что торги вот сейчас будут объявлены. У нас объекты вводятся в декабре. Раньше нет ничего, да? То есть ему надо жить до декабря. Ну и 50 градусов. Маневренного фонда в городе нет. Предлагали, отказывается. Ну, в общежитие как я перееду? У меня Никак. никак я не перееду. В однокомнатную предлагают мне одну комнату. Я ничего не спорю, что это маневренное жилье. Каменное общежитие хорошее. Но я даже всю мебель перенесу, и как я там буду жить? У нас вот сколько прописано людей, мы там не поместимся все. Ну, вы Понятно, знаете, ну а в холоде как я? Газ-то отключили. Но его нецелесообразно вам подключать, потому что дом... Ну, понятно, что, а вот я ходил газовикам, разговаривал. Для того, чтобы подключить газ, надо сделать вот инспекцию вот этих труб. И по квартирно. У меня первый этаж. Квартиры идут через газовые трубы, через второй этаж заход. Мне надо найти вот этих всех соседей, хотя бы с одного моего да подъезда, нет, ну это нереально. чтобы к себе в квартиру только в газ сделать. Проект, заключение. Да, всё, я уже это разговаривал с газовиками. Давайте мы ходил. в рабочем порядке в управе соберемся по вашей квартире и подумаем, чем вам можно будет Я помочь. согласен с Каким-то вопросом. Ну, я третий год уже бьюсь, реально стучусь в разные двери. Результата Газ никакого однозначно пока нет. это нецелесообразно, а вот как Нет, здесь, конечно, надо помочь индивидуально. Семья. С газом, говорите, проблема, да, вот я живу на Космонавтов 5, у нас тоже весь дом отключили газ. Потому что вы не проходите ВДГО. Я знаю, я понимаю, у нас 10 квартир только прошло, и 6 квартир не У вас прошло, и не хотят. тоже котует, да? Нет, у нас не котлы. У нас нет бытовой газ. Но у нас 6 квартир категорически не хотят. Что нам Здесь делать? отопление газовое. Вам нужно сделать экспертизу. Мы сделали, мы ее прошли, но 6 квартир категорически не Весь дом. хотят. Не, ну как 6 квартир? Надо собрать людей. Управляющая компания Мы вы. собирали собрание, да, несколько раз протокола давали, 6 человек отказываются, 16 квартир. Они не дают деньги. Говорят, сумма очень дорогая, 2000. Ну, давайте мы эти вопросы по газу будем А что решать вы, по Если люди стоят Как в пользе, разговаривать с людьми на то, а эти люди живут Но там? они не хотят, На понимаете? аренду живут некоторые. да вы же собственники дома. Мы собственники. Нет, они согласны, но только их найти не могут, а если нашли, то они не хотят. Они сдают и не живут, видимо, да? Они сдают. Пятая квартира, например, они вообще там не живут, они не сдают, но и они не дают пройти к ним. Но они Доступа живут нет. вообще в Житае, потому что они там получили участок, построили, все, и все, их нету. То есть вы их уговорить не можете? Нет, мы их найти даже не можем. Номер Сам телефона Анатольевич, ну на- как так? У нас же есть прописка, есть же данные людей, там, мы же можем по своей картотеке найти. Ограничить там, не знаю, какими-то инструментами, чтобы Только люди судебный понудить их. порядок, видимо. Да. Просто нас, мы как бы там с бабушкой с шестой квартиры везде бегаем, да, а нас везде вот, ну, не знаю, ищите. А как мы их найдем? Мы их найти не можем. Вот они где-то живут в Житае. Алексей, давайте где-нибудь Савой там. Анатольевичу все-таки возьмите на себя это 6 квартир, это не 16. 10 квартир сделали, а 6 квартир не найти. Давайте попробуем вместе. Чем мы сейчас будем на локальный такой вопрос, значит, Игорь Леонидович? Ну я думаю, что надо найти инструмент просто понуждения этих людей. Суд собрать на них. Ну, подойдите, пожалуйста. Никто не соглашается, потому что это Газовики подошли. Краснефтегаз. У нас комиссия была вот. Вы газовики, да? Вот вы отключаете сейчас повсеместно, да? Дома, которые признаны аварийными, да? Или как? В первую очередь, да, признаны аварийными, Ну а если дом, 22 мая. если дом признан, вот женщина докладывает аварийным и не подлежит выселению в этом году, вы какие претензии предъявляете? Они должны пройти диагностику. Уже экспертная организация, да, решает, насколько... Так он не признан аварийным.
Это уже... Почему вы требуете, почему вы отключаете газ у них? Потому что срок эксплуатации ушел у нас последний. 30 лет истек, уже они должны пройти диагностику. Ага, то есть у них истек срок. Да. Ну, экспертами должны установить, да, в каком состоянии она фактически находится. Речь идет только о внутренних сетях. Да. Да? ВДК, ВКГ. Ну, наружные сети же Нет, ваши. внутренние. По дому вот сеть идет. Это ваша сеть? Под домом? По дому, по По дому. дому это их, это ВДК тоже. Это входит в состав имущества тоже домового. То есть оно тоже должно пройти диагностику. То есть, У нас, да, акт размещения на выходе после задвижки. то есть вы передали все эти вот трубы на разводку наружную, находятся в управляющей компании, да? Управляющей компании нет, да? У них дом находится на МФУ, то есть непосредственно от управления. Напрямую заключают договора с ресурсоснабжающими, в том числе и с нами они заключили договора. Ну, на чем балансе эти трубы, вот, которые Самих по... жильцов. А? Самих жильцов. То есть они, Они у несут собственников, ответственность, да? они Общедомовое имущество. Ну давайте мы договорились, Александр Анатольевич, давайте в рабочем порядке, часто, будем решать вопросы. А вообще выносите эту проблему по 17-му кварталу сейчас в целом на совещание с приглашением Сахатровнефтегаза для того, чтобы мы решали. Зиму надо входить. Будем. Эксперты цену снизили до А вы можете немножко пойти навстречу людям? Может, вы заебаете цену? Мы диагностику не проводим. Это экспертные организации, которые в городе Якутске 4. Да, в том числе еще с Москвы там приезжают. Цену эту делают. кто установил? Сами, Рыночная цена. да, рыночная. Сами договариваются. Нет, ну Сами цену проводят. установили кто? Эти самые, Сами эксперты. а? Сами эксперты. Эксперты. Да. То есть левые люди. Частные организации. Квартиры средних на диагностику. Самое дешевое. 3, 4. А вы к ним отношения не имеете, да? Молодой человек. А вы к ним отношения не имеете? Мы к ним нет. То есть Мы вы диагностикой не выполняете, занимаемся, не проводим. У нас нет. вы просто знаете, 30 лет прошло, вы вырубили и все. Мы у них, как в 410-м постановлении спросили. Ну чтобы понятно, они, да, вырубили и все. Да? по истечению срока, да. Так. Другого инструмента. Но в любом случае решать проблему надо. Глава слышит, управляющая компания слышит. Зиму А как, заходить а будет как теплее. вы решите? Мы вот сейчас будем собирать людей, чтобы... Надо вызывать этих ребят, 2000, это, конечно, они жиру бесятся. Надо цену увеличить. Так и будет. Все берут деревянные дома диагностику. Соглашаются на деревянную. Может, деньги лучше на аренду квартиры, чем газ заводить и все такое прочее. И, Ну, дорогая. посчитать, сколько работать и на одну зиму. Ну, я Лучше думаю, мы это арендовать на это в деньги. усеченном порядке можем это решить. Не, вот 1000 рублей одно, а аренда за 1000 раз дали. Газовики это целый дом сколько надо работать делать, оплачивать, по факту работать. Замечанием около 45 будет. Еще замечание будет. Экспертиза? Проект, экспертиза, исполнение на весь дом. Игорь Леонидович, разрешите в конце, да? У нас в строительном округе 350 многоквартирных домов деревянного фонда, да? Из них только 10% аварийные. А в квартале 2, 4, 17, вот как говорили, да, где-то 160 домов, из них только менее 10% аварийные. Жители просят всегда, и этот вопрос мы поднимаем, и сегодня от имени жителей округа просим, чтобы вы взяли это на контроль. Сегодня Евгений Николаевич выступит во время заседания Общественной палаты о реновации, о расселении, да, о разных программах. Мы дорожную карту разработала городская администрация, и хотим, чтобы вы сегодня сами озвучили в одном из домов, что вы не только председатель общественной комиссии по ЖКХ, но и хороший лоббист, поэтому мы надеемся на вас, что вот эти все наши дома, они же не попадут во второй этап федеральной программы, а жить уже невозможно, сами знаете. Не, ну это мой отдельный разговор. Да, поэтому... Давайте говорить сейчас. Меня интересует с газовиками. Вот эта цена установлена. Я просто должен понять, как они ее установили, потому что я могу выйти на Миллера и задать вопрос. Откуда такие бабки устанавливают людям?
чтобы Миллер сказал. Потому что у нас очень часто самодеятельностью занимаются на местах. Просто самодеятельностью. Вот я сейчас был в ОНУД, у них по 4 рубля киловатт стоит, а рядом в Иркутске у них по рублю. Вчера А сельская встречаюсь, местность 30 копеек. вчера я встречаюсь с Дерибаском. Все принадлежит, они говорят, не решается, все. Я вчера говорю с Дерибаском. Из Иркутска можно перекинуть электроэнергию на Бурятию, чтобы стоило не 4 рубля, а 2 рубля, учитывая, что у вас стоит рубль в Иркутской области. Он говорит, так я им предлагаю, я заберусь вообще все сети. А они упираются в буряты. Вот эта новость, понимаешь? Вот это вот на местах, вот это вот казуистика такая. Вот я, конечно, это произошло вчера вечером, беседовали с Дерибаска. У Путина как раз тоже. Вчера у Путина была такая тусовка большая. Поэтому я думаю, что может, если мы выйдем на Миллера, надо посмотреть, чтобы они обосновали, говорят, людей такие деньги брать. Что там, нищие люди. Откуда деньги брать такие? Я не права, хорошо одеты, у вас все нормально. Все, хорошо. Уважаемые жители, все, вопросы все сняты. Значит, работаем с управой, с управляющей компанией. Свое предложение вносите по ВДГО. А по сносу ветхого ренжа, если что, Анна Николаевна, сейчас тут у вас вопрос был, к Анне Николаевне, ДЖО скажет. Мы поехали на Северное. Поехали. Я думаю, что решится какие-нибудь вопросы до зимы с этим домом. Вот сейчас я же сказал, озвучил. Вот глава, я еще раз говорю. Вот Мне глава, надо помочь вот человеку, глава. что у него семья же, ну куда его девать? Ну, по технике была зарплата больше. Мне жить Мне надо. взяли бы, если бы Конечно, говорили, ну, зарплата была бы. У меня да, трое и детей, ребенок. я одна. Вот, тем более. Мы вас услышали, мы сейчас Нет, Я я другого сейчас согласен. не Где 16 квартир? Не, 6 квартир не сколько.